Шалмат Шалдума Сиарга, приветствую всех на моем канале. Негаданно, нежданно мне посчастливилось пообщаться с поэтом, писательницей, художницей, с легендарной женщиной нашего времени, стоявшей бок о бок со своим мужем Джохаром Дудаевым против российской агрессии, Аллой Дудаевой. Первое, что я у нее спросила, это какие у нее самые теплые, дорогие воспоминания. Самые теплые, дорогие воспоминания, конечно, относятся к юности. Когда мне было 20 лет, я познакомилась с Джохаром Дудаевым, пригласил меня на свидание, первое свидание. После того, когда мы с ним пританцевали танец в доме офицеров, и потом танцевали весь вечер, он пригласил меня на речку. Вначале я не пришла, вернее, пришла позднее на 2 часа с половиной. Но потом он появился передо мной, такой гневный, красивый, и начал меня отчитывать. Меня это тогда так удивило. Но потом мы с ним пошли, стали прогуливаться по берегу реки. Он мне начал рассказывать о своем народе, о традициях, о чести, которая принята в чеченском народе, о долге совести и о том, какова была история чеченского народа. И меня это очень захватило в то время. Так мы с ним встречались. Он мне постоянно очень много рассказывал. И это было моими самыми дорогими и теплыми воспоминаниями. Следующее, что я спросила у Аллы Дудаевой, это какой бы совет она дала бы самой себе в юности. Ее ответ в стихотворной форме очень важен по содержанию. Ведь далеко не все в этом мире понимают, что пришли в этот мир не просто так. Что им обязательно нужно раскрыть всю красоту своей души, своего внутреннего мира, пока они еще находятся здесь. Мой совет себе и другим в стихотворной форме. В душе твоей сокровище таится, как страшно умереть, не отыскав его. Тогда напрасно ты на белый свет родился, напрасно жизнь, а ты в ней сделал все, да, все, что мог. Сказать, пожалуй, это, наверное, смогут далеко не все. Я не растаю в этом лунном свете, останется частица на земле. Когда-то в детстве, когда мне было 10-11 лет, у нас была книга Аллы Дудаевой с ее стихотворениями, а также там были фотографии ее картин. Я любила их подолгу разглядывать, ощущая их какую-то немножко грустную и бесконечно нежную энергетику. И особенно мне полюбилось одно стихотворение. Я его столько раз читала, что выучила его наизусть. Оно было про то, что жизнь, она здесь и сейчас, что нужно искать себя, где бы ты ни был, в какой бы глуши ты ни находился. Я сказала про него Але, она его вспомнила, и столько лет спустя я услышала, как она читает его лично. Порой нам кажется подчас, что жизнь проходит мимо нас. Там где-то, как поток, бурлит, но здесь, как речка, не спешит. Неспешных лет из года в год не сосчитать уж хоровод. Но есть ведь дальние края, огнем залиты города. В них песни лучшие поют, беседы умные ведут. Так вечно думают все те, кто видит жизнь свою извне. Надеяться на дар судьбы еще способны чудаки. Никто вам счастья не вернет, на блюдечке не принесет. В любой тиши, в любой глуши найти себя сумей, ищи. Но если ждать из года в год, то жизнь действительно пройдет.